С комфортом и без тряски скоро отдаленное сельское поселение Датых будет казаться не таким далеким, а путь не таким уж и сложным. Там, где дорожники завершили работы и проложили новые асфальтовые километры, удобство можно оценить уже сейчас. Скоро можно будет рассекать. Дорожники проложили уже более 4 километров асфальта шириной 6 метров. Строительные работы масштабные. Всего до Датыха необходимо протянуть около 17 километров качественного полотна. Времени зря не теряют. Каждый сосредоточен на своем участке. Подготовку основания начали еще в начале лета. Сколько КАМАЗов песчано-гравийной смеси сюда ушло, дорожники сбились со счета. Ведь утрамбовку делали в несколько слоев по 30 сантиметров, чтобы довести дорогу до идеала. Эти работы завершены на 99%. Асфальтовое покрытие осталось проложить еще 13 километров. Его тоже кладут в два слоя. Нижний 7 сантиметров, верхний 5. Также здесь предусмотрено благоустройство около 60 съездов. Работать в такой местности нелегко. Подъемы, спуски, повороты. По всей длине этой трассы около 140 поворотов на 16 километров 900 метров. Ну, вот эти повороты, подъемы, спуски очень большую сложность дают. Но для дорожников нет нерешаемых задач. Если бы не капризы природы, все остальное здесь есть. Около 30 единиц тяжелой техники, 60 рабочих вершат историю. Ведь такой дороги здесь не было никогда. Сразу после завершения автодороги начнется ее обустройство. Больше 10 километров металлических отбойников, дорожные знаки, разметка краской. И кюветы у нас по этой дороге, откосы у нас укрепляются травосмесью для укрепления откосов, чтобы они не сползали. В сельское поселение, где до недавнего времени никто не жил, вдыхают новую жизнь. В Датыхе насчитывают около 20 домов. Но это только начало, уверены местные жители. После завершения строительства дороги в село потянется еще больше людей. ساعد حمد الدواق عمد نقيا نقجوا إيش ب نقل شنخ دقة حجبوا بيرت ديك خاليزجي جريدر بيا حج حبيخ ماستر ولي قور حوا زدت تجت نقل أحتاج وستريمتي الحياة ناخ نختاشي غم أيوه كج جابوه كج стройматериал حقوش تبلخج نخباك وخسانت. Магомед Пидиев – коренной житель этого селения. Правда, вынужден был из-за неспокойной обстановки переехать в Нестеровское. Обратно в родной Датых вернулся пару лет назад. Они вместе с семьей развели здесь свое хозяйство, которое в последующем признали самым лучшим в республике. И семья Пидиевых выиграла 1 000 000 рублей. Пища растет на грядках, но другие продукты приходится покупать в магазине. شيء ملدر أر حتى ديج مدي أخذ هاردر شيء قدر شيء قدر دا وها بازت وها يتكات وها حدا مديسي نقجع إيش بر جاخ بتشها إنجوش أفتدورا أغنياقة داقنا اللعثة شن بركل اللورد خون سيجرة سيورت خوشكرة. Не нарадуется начавшимся переменам и Исаак Пархоев. Этот родной воздух и красоты ему были просто необходимы, поэтому он также вернулся в свое родное село, разводит лошадей. Раньше ездил сюда верхом на скакуне, но сейчас здоровье не позволяет. Не отчаивается, ведь скоро можно будет кататься с ветерком. حاس باكل حبكل حوا واخ حبل في دكتور ده استغربت خبري ولا واخ خدوا خلي لا كيف باسو خلي لكم. Датыху 220 лет. Живописные виды, богатый лес, чистый воздух и никаких телефонов. Интернет и связь доступны только в местной администрации. Но самое главное – вода, свет и газ проложены. А недавно, впервые за всю историю села, здесь на всю округу зазвучал азан. Этот покой, журчание воды и щебет птиц, духовное умиротворение перебивает лишь шум тяжелой техники. Строительные работы ведутся в рамках программы развития автомобильных дорог республики. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.